воскресного вечера. На канале БСТ время подводить итоги недели. Из дома я, Альбина Хайруллина, приветствую вас из своей квартиры. И вам советую не покидать свои дома из-за угрозы, из-за риска распространения коронавируса. Можно много спорить по этому поводу, но уж поверьте нам, самая достоверная, самая свежая информация на этот час о происходящем в республике у нас в эфире. И вот ключевые темы сегодняшнего выпуска. Туфли хотел купить. Хотя где туфли, где хозяйственный магазин. Пустые улицы, закрытые торговые центры, парки и скверы в зоне карантина из-за коронавируса. Республика ушла на самоизоляцию. Мы исходим из того, что самоизоляция действует, на этой неделе действует, на следующей неделе действует. То есть мы настраиваемся так. Продукты и лекарства с доставкой на дом, цветы врачам. Как жители республики проводят вынужденные каникулы. Открытые уроки в прямом эфире БСТ. Школьников переводят на дистанционное обучение. Вариантов всего 4. Я очень хочу в школу. Я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Как бы тем, у кого нет гаджетов и интернета, ждать ли перемен и кому между уроков положены сухпайки. Каникулы для ипотеки и кредитов. Как отсрочить платежи? Каникулы даются на полгода, и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30 сентября 2020 года. Стоит ли ждать падения цен на автомобили и недвижимости? Как застраховать себя от коронавируса? А сумма покрытия от 30 тысяч рублей и до 1 миллиона. Звезда, нашедшая своего героя, потомки Салавата отступать не умеют. Он зимой в 40-градусном морозе нас гонял 1,5 месяца. Мы действительно стали кавалеристами. Историческая справедливость десятилетия спустя. Генерал Шаймуратов – герой России. 9,5 миллиардов для АПК. Минсельхоз увеличил субсидии по минеральным удобрениям, закупки импортного скота и техники. Первый – это поддерживающий. Второй – это экономически выгодно стимулирующий. Посевная начнется даже раньше срока. Аграрии увеличивают посевы гречихи. В республике по-прежнему остается 10 клинически подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 3 пациентов уже выписаны из больницы, и еще 7 сейчас остаются в боксах инфекционки в Уфе. Еще под подозрением на вирус стационар 89 человек, из них 12 несовершеннолетние. Такие цифры озвучились сегодня на очередном брифинге в Министерстве здравоохранения. Также участники встречи обсудили туристов из Башкортостана, которые находятся за границей. По информации, которой располагает Госкомитет по туризму, за пределами страны сейчас остается более 350 человек, и из них 22 ребенка. И это только те, кто заявил о себе. Сейчас авиарейсы для их возвращения домой временно приостановлены. Принято решение на федеральном уровне, через Министерство иностранных дел идет сбор, анализ и оповещение всех граждан, которые находятся за рубежом. На эти цели выделено более чем 500 миллионов рублей. Это на те средства, которые позволят оплатить, компенсировать проживание жителей Российской Федерации, пока не будет дано разрешение на въезд. Участники брифинга ответили на вопросы жителей республики. С 23 марта по сегодняшний день в систему инцидент-менеджмент поступило около 150 тысяч обращений, касающихся ситуации, связанной с коронавирусом. Все, что касается темы коронавируса, это идет со знаком, у нас есть градация тем, сейчас со знаком, конечно, повышенной сложности, повышенной опасности, повышенного внимания. Это тема номер 1. Но не на все вопросы можно ответить сразу. Например, на вопросы жителей: где маски, где их можно купить, в аптеках нет масок. Сразу не ответишь. Ведь мы докладываем, что шьем маски бесконечно, шьем их тысячами, десятками тысяч, а уже и сотнями тысяч. Масок не хватает, потому что повышенный спрос. В этих условиях оказалась вся Российская Федерация.
4,3 балла составил сегодня индекс самоизоляции в Уфе. На улице почти никого. Отмечу, что он измеряется по шкале от 0 до 5. И чем выше цифра, значит, тем больше людей прислушиваются к призывам властей оставаться дома. Мониторить его можно также, не выходя из дома, на сервисе Яндекса. В Башкортостане продолжает действовать режим самоизоляции граждан, полной самоизоляции, мера вынужденная, чтобы предотвратить стихийное распространение коронавирусной инфекции. Почему дома, Як Ширак, знает Азат Садреев. Помните, общественные места создают угрозу заражения. Просим с пониманием отнестись к данным мерам. Полупустые улицы, дороги, закрытые парки и скверы. Среди российских городов-миллионников Уфа в первой десятке по индексу соблюдения самоизоляции. Тем не менее, не все жители придерживаются режима. Туфли хотел купить. Хотя где туфли, где хозяйственный магазин. Профилактическую беседу с теми, кто вышел из дома без необходимости, проводят патрули полиции и народных дружинников. И даже языковой барьер не помеха, помогает Google-переводчик. Пока на данный момент рейды проводятся с 10 утра до 11 вечера, но если нужно будет, будут водиться уже круглосуточно. До отмены введенного режима выйти из дома можно будет лишь в тех случаях, если нужна экстренная помощь, при этом сопровождать вас должны медики, разрешается сходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку, выгулить собаку, выбросить мусор и доехать до работы, если на вас не распространяется действие указа. В эту категорию входят сотрудники организации жизнеобеспечения, правоохранительных структур, органов власти. Сидим дома! Многие жители решили с пользой провести домашнее время и вышли в сеть. Кто-то делится с подписчиками своими фирменными рецептами. Что-то новое, вкусненькое. Сегодня булочки. Скоро сами будем, скоро как булочки. А чтобы после режима самоизоляции пройти в дверь, фитнес-инструкторы проводят тренировки в режиме онлайн. Всем привет! Сегодня в прямом эфире мы будем заниматься с вами стретчингом. Популярностью пользуются и живые концерты в прямом эфире. А кто-то отдает предпочтение классической музыке. Вот в режиме самоизоляции. Дома слушаю Вивальди. Пока все дома, коммунальные службы проводят дезинфекцию города. Улицы и остановки обрабатывают специальными средствами. Управляющие компании уделяют внимание подъездам. Тем временем в Башкортостане режим самоизоляции могут сократить, чтобы люди смогли выйти на работу пораньше. Но в первую очередь это зависит от того, насколько ответственно жители подойдут к соблюдению режима в ближайшие 7 дней. Мы исходим из того, что самоизоляция действует, на этой неделе действует, на следующей неделе действует. То есть мы настраиваемся так. Понятно, посмотрим по ситуации, вполне возможно, мы его немножко более-менее, скажем так, демократизируем. Так? За все, что творится здесь, мы отвечаем, и мы будем отвечать и нести ответственность. Поэтому надо принимать ответственное решение, не боясь ничего, разумно, аккуратно, для того, чтобы вот нам, первое, обеспечить безопасность от коронавируса, второе, все-таки окончательно не убить экономику. И потому что вирусы, как я говорю, приходят и уходят, а нам потом жить, развиваться. А вот кому покой только снится, так это врачи. Каждый день, рискуя здоровьем, они выезжают к потенциальным зараженным коронавирусом. Лицом к лицу с ним сталкиваются сотрудники 4-й инфекционной больницы Уфы. От заразы спасают специальные костюмы, которые не пропускают воздух. В таких вот специальных костюмах, они называются противочумные, врачи 4-й инфекционной больницы обследуют своих пациентов. Внутри очень-очень жарко, очень тяжело работать нашим врачам. При этом у врачей нет права на ошибку. Малейшая оплошность может привести к закрытию всего медучреждения и изоляции сотрудников. Но дети у меня еще достаточно маленькие, чтобы сильно беспокоиться. Одному 3,5 годика, другому 1,5 всего-навсего. Супруга, безусловно, переживает, но мы сами выбрали эту профессию, во-первых, да, то есть надо ее выполнять как положено. Чем меньше у врачей будет работы, тем выше шансы, что история с коронавирусом закончится благополучно. И зависит это от ответственного подхода к самоизоляции каждого из нас. Оставайтесь дома и найдите себе увлечение по душе. Креативно к этому подошли жители Октябрьского. Для своих соседей они дали живой концерт прямо со своего балкона.
Азат Садреев. Итоги недели. Ну и вот данные Оперштаба. В России за сутки подтверждено 658 случаев заболеваний COVID-19 в 14 регионах страны. Всего же по стране на сегодня зарегистрировано 5389 случаев коронавирусной инфекции в 79 регионах. Умерли за сутки 2 пациента, это в Москве. За весь период по России 45 летальных случаев от коронавируса. Наши соотечественники за рубежом, а именно в Европе, где количество погибших каждый день исчисляется тысячами, призывают не терять бдительности. Ведь, говорят, начиналось когда-то все по такому же сценарию. Тем временем не все прошли проверку режимом самоизоляции. Так, например, в Китае или же в той же Европе растет количество разводов, а также в ряде стран растет преступность. А это мелкие кражи, грабежи, домашнее насилие. Чтобы избежать такого роста преступности у нас в регионе, Ради Хабиров с 1 апреля в Башкортостане подписал указ о запрете продажи алкоголя с 6 вечера и до 10 утра. Это касается не только магазинов, но и пивных, кафе, ресторанов. Действовать сухой закон будет до окончания режима повышенной готовности, но, как выяснили активисты, закон соблюдают далеко не все. Ну что ж, надеемся, что совесть у таких продавцов все же проснется. И на неделе Ради Хабиров проинспектировал строительство новой инфекционной больницы. Известно, что комплекс будет готов к июню. Врачи там будут не только работать, но и жить. Таковы условия. Подробности в материале Анастасии Ильчебаевой. Что, готовы принимать? Но несмотря на полную готовность, сегодня все надеются, что она так и не понадобится. Еще недавно здесь были рядовые пациенты. Сейчас палаты пусты, к счастью. Больницу перепрофилировали под госпитальную базу для приема больных коронавирусом. Ради Хабиров сегодня посетил медучреждение и проверял готовность. А сколько у вас ИВЛ здесь? 10? У нас тоже больше. Да, и дополнительно сейчас сюда поступают будет еще 10. 20 ИВЛ. А по нормативу сколько должно на 215? У нас поставлена подводка 70% должно быть, а по ИВЛ на 215, 10. То есть еще Врачи, которые будут работать с пациентами с коронавирусом, обязаны жить в больницах до конца эпидемии. Еще 2 недели после выписки последнего инфицированного. Они не смогут видеть семью, близких. Сами будут круглосуточно находиться в зоне риска. У нас наши меры поддержки, если сюда начнем, они включаются. Уже с 18 марта уже коллеги будут получать эту поддержку. Это небольшая, но по крайней мере федеральная щеголя. Федеральная поддержка рассчитана в размере среднемесячной зарплаты за предшествующий год от 70 до 100%. Демская больница рассчитана на 215 коек. Доп. Места еще организованы в 3-й, 5-й, 10-й и 18-й больницах. Помимо этого идет строительство еще одной инфекционной больницы в Зубово. У рабочих всего около 2 месяцев. Стройка должна быть закончена к июню. Это на вид здесь лишь голая земля, но работы проделано уже немало. Идет подготовка участка, почвы. Проект больницы, на который уходят месяцы, выполнен в рекордно короткие сроки, всего за 8 дней. Во-первых, нам точно нужна инфекционная, потому что мы не знаем, мы прогнозируем, может быть, какие-то положительные сдвиги с коронавирусом, но я настроен все-таки всегда на худший сценарий, чтобы потом мы не оказались обезоружены, если будет стремительно распространяться и количество больных будет увеличиваться, чтобы у нас не получалось, что люди будут потом валяться по коридорам и не будет хватать ИВЛов, и люди будут умирать. Вот и я поэтому страхуюсь на этот случай. Это первое. Второе, понимаете, для нас это уникальный шанс попробовать возможности нашего строительного комплекса, нашей управленческой команды. Это большая история. Никогда в истории в республике вот за такие короткие сроки не строили объект площадью 16 тысяч квадратных метров. Такой хороший вызов. Самое главное, он очень нужный. Это не просто моя прихоть или чья-то, он нам нужен, у нас другого выхода нет. Вот так будет выглядеть комплекс. Это одноэтажные боксы, изолированные герметичные палаты. Они смогут вместить 520 пациентов. Предусмотрена автономная вентиляция, система очистки воздуха всех помещений. Тут же расположится аптека и общежитие для врачей. Вся территория будет под охраной. Во время строительства используется технология быстровозводимого каркасного здания. Но срок эксплуатации не маленький, до 100 лет. Нет никаких сомнений, что мы построим это в срок. Это будет очень большое подспорье нашему здравоохранению. Все строится из башкортостанских изделий, материалов. Поэтому вот такая задача стоит, мы с ней справимся точно. По России в основном возводят небольшие госпитальные пункты. Этим занимается и Министерство обороны. Крупный же полноценный инфекционный центр строят только в Москве и Уфе. Анастасия Ильчебаева, Марат Юнусов, Ильшат Казакулов. Итоги недели.
Власти Башкирии просят жителей нашей республики не смотреть фильмы с 10 часов утра и до половины третьего дня, тем самым не перегружать трафик. И все почему? Потому что с понедельника в республике стартует дистанционное обучение для школьников. Роль преподавателя снова на себя примерил и глава республики Ради Хабиров. Ровно в 10 часов утра он запустит новый формат обучения. Называется он «Открытый урок», стартует с новейшей истории. А вот первоклассников теперь даже не отругаешь, что они сидят у телевизоров. Ведь именно по телевизору на канале БСТ для них будут вестись уроки дистанционные. Подробнее о том, что ждет школьников после затянувшихся каникул, расскажет Динара Таймасханова. Доброе утро, дорогие первоклассники. Здравствуйте, уважаемые родители. Приветствие через объектив камеры, урок под светом софитов. Класс заполнен не школьниками, а съемочной группой телеканала БСТ. Литературное чтение, первый онлайн-урок. По расписанию впереди еще 3 предмета. В конце каждого проверка усвоенного. Давайте ответим на вопросы. Скажите, пожалуйста, кто автор этой сказки? И хотя ответы на вопрос Наталья Ефимова не услышит, все равно по привычке делает паузу для обратной связи. На переменах, а они предусмотрены каждые полчаса, педагог в этот раз бежит не в учительскую, а поправляет телевизионный грим. Такие видеоуроки для первоклассников стартуют на канале БСТ уже с понедельника. Есть сложности, когда ты не видишь детские глазки, когда ты не слышишь от них ответы. Но реалии таковы, что мы пробуем себя в роли дистанционного учителя. Это новая роль, это интересно. Я думаю, что когда дети увидят меня на экране, посмотрят, оценят, и мы сделаем работу над ошибками. Я очень хочу в школу, я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. И даже такое сильное желание вернуться в школу пока неисполнимо. А вот объяснять непонятное завтрашнего дня начнут профессионалы. В республике начинается дистанционное обучение. Предусмотрено 4 формата получения знаний. В первом случае для отдельных категорий начальных классов могут быть созданы дежурные группы. Это в качестве исключения, если, например, родители вынуждены ходить на работу в режиме самоизоляции. Вариант второй – электронные кейсы, которые школьник будет получать по почте или в мессенджерах. В населенных пунктах, где связь отсутствует, задания будут приносить 3 раза в неделю в распечатанном виде, а затем забирать их на проверку. Но и там, где с интернетом все в порядке, учитель из школы или из дома выйдет в онлайн. По оценке всех наших интернет-провайдеров, это не станет для них проблемой и, соответственно, интернет не выключится. Но в то же время я бы хотел попросить всех жителей республики уменьшить употребление интернета в период обучения детей. Это с 10 утра до 14-14:30 дня. Детям, у кого нет электронных устройств, их выдадут на время обучения. Гаджеты могут предоставлять и родители. Школьникам, которые получали бесплатное питание, их порядка 80 тысяч в республике, будет доставка сухпайков. Меню по ГОСТу родителям останется забрать его из школы. Раз в неделю будут доставляться до школ, и раз в неделю, собственно говоря, родители по графику, четко утвержденному графику, чтобы не было ни в коем случае скопления, не было пересечения родителей, в школе будут получать вот эти наборы. Первый онлайн-звонок на телеканале БСТ прозвенит завтра в 10 утра. Открытый урок проведет Ради Хабиров. Уже известно, что глава республики расскажет о новейшей истории. Педагогами на открытых уроках готовы стать также Карине Хабирова, Элвин Грей, Джефф Монсон, капитан хоккейного клуба Салават Юлаев Григорий Панин и другие известные в Башкортостане люди. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Роберт Давлетбердин, Булат Закирьянов. Итоги недели. Однако дистанционное обучение будет абсолютно бессмысленным, если к этой системе не подключатся родители. Об этом сегодня Ради Хабиров написал у себя в соцсетях и даже записал видеообращение. Глава Башкортостана просит мам и пап тоже сесть за домашние парты и тем самым поддержать своих детей. Глава региона также призвал родителей рассказать им о примерах героизма в это непростое время, когда люди помогают друг другу. А геройство детей сегодня – это сидеть дома и продолжать учиться. Потом ведь, если мы упустим это время, и они окажутся в своем сложном, большом, в их взрослом мире, не готовыми к этому, с недостатком знаний, это будем мы с вами виноваты. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы в рамках дистанционной учебы мы им давали знания с вашей стороны, чтобы вы помогли детям сесть и учиться. Мы
прорвемся, и все у нас будет хорошо. Самоизолированные сетуют, что, видите ли, устали сидеть дома. Между тем, ситуация с коронавирусом уже оказывает серьезное влияние на экономику, в том числе и на нашу, региональную. Оно и понятно, ведь доходы падают. На неделе Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Он касается и ипотечных, и потребительских кредитов. Но вот стоит ли уходить на эти самые каникулы прямо сейчас или лучше переждать? Что делать тем, кто собирался приобрести недвижимость, время покупать или продавать? И можно ли вообще застраховать себя от коронавируса? На прямой связь со студией выходят наши экономические обозреватели Екатерина Тимиряева. Сейчас она также дома. Катя, приветствую тебя. О чем говорят эксперты? Альбин, приветствую. Да, мы пообщались со специалистами. Многие из них находятся в режиме самоизоляции, как и мы, и продолжают следить за ситуацией, за той ситуацией, которая происходит. По мнению эксперта рынка недвижимости Елены Андреевой, коронавирус окажет существенное влияние на цены. Причем, если на вторичном рынке ожидается снижение, то на первичном рынке, скорее всего, нет. Ставки по ипотеке медленно идут вверх, банки пытаются защитить свои риски. И, по мнению специалистов, их уровень достигнет 10%, а может быть и даже выше, но я напомню, что до всей ситуации с коронавирусом они были на уровне 8-9%. Ну и цитирую Елену Андрееву, вся отрасль под угрозой. Месяц простой отрасли будет иметь серьезные негативные последствия как для самой отрасли, так и для всех людей, которые в ней работают, так и для всех покупателей. Может быть, кто-то ждет снижения цен на вторичке. Да, конечно, он будет это снижение, что, допустим, по новостройкам прогнозировать намного сложнее, потому что они больше зависят от себестоимости. Но на вторичке самым страшным будет именно отсутствие полностью сделок на рынке. Внимание Центробанка к тому, как будет оплачиваться ипотека россиянами. На этой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина начала проводить пресс-конференции для оценки ситуации. В том числе она прокомментировала возможность получения ипотечных каникул. Регулятор рекомендует не злоупотреблять этим правом, которое дается только один раз в жизни. Этим правом нужно пользоваться осознанно и очень взвешенно подходить тогда, когда за этими каникулами обращаться. Каникулы даются на полгода, и человек сможет обратиться за ними абсолютно в любой день до 30 сентября 2020 года. И второй раз каникулы взять не получится, поэтому имеет смысл воспользоваться ими только в том случае, если снижение доходов действительно не позволяет обслуживать кредит. Главным пострадавшим от низких цен на нефть на мировых рынках эксперты называют США и сланцевую нефтедобычу. 6 апреля должна была состояться встреча ОПЕК+, но в последний момент Саудовская Аравия заявила о ее переносе. Ну а Владимир Путин на совещании о ситуации на глобальных энергорынках заявил о готовности России снизить добычу нефти. И вот что может решить проблему низких цен на нефть на мировых рынках, по мнению финансового аналитика Вадима Балтырова, мы с ним тоже пообщались. В условиях низких цен на нефть наша экономика находится под серьезным давлением. Очень важно, чтобы переговоры, которые будут проводиться между Россией и Саудовской Аравией, они прошли успешно. Это позволит прекратить нефтяные войны. В случае, если переговоры будут затягиваться и цены на нефть будут находиться на достаточно низком уровне, это, скорее всего, скажется на курсе национальной валюты, и я считаю, что мы можем увидеть дальнейшее девальвирование нашего рубля. Пандемия по коронавирусу оказывает влияние на рынок страхования и предпочтения их клиентов. Компания готова оформить полис от несчастных случаев и болезней всего за 720 рублей. Коронавирус туда включен. По словам представителей отрасли, сейчас они видят всплеск интереса жителей к этому виду страхования. Мы рекомендуем человеку страховаться на крупные суммы от несчастных случаев. На 1 000 000 рублей, на 2, на 5, на 10. Классический подход страхования предусматривает, что человек должен быть застрахован в идеале на 10 своих годовых зарплат. А сумма покрытия от 30 тысяч рублей и до 1 миллиона. На страхование принимаются лица от 18 до 64 лет. Такие страховки мы продаем давно, они пользуются большим спросом, но добавить риск коронавирусной инфекции мы решили с 16 марта.
В Башкортостане, как и по всей стране, обсуждают ситуацию в сфере малого и среднего бизнеса. Многие могут просто закрыть сайты, рабочие места и налоги. Но вот, как заявил агентство «Интерфакс», уполномоченный по правам предпринимателей Республики Флюра Садулина, около 30% МСП Башкирии могут прекратить деятельность из-за COVID-19. Но бизнес может быстро восстановиться. Он напомнил, что кризис – это окно возможностей и время трансформации. Альбина? Катя, спасибо, что помогла внести ясность по целому ряду вопросов, хотя прогнозов, как будет развиваться экономика дальше, пока не дает никто. Между тем, без паники психологи призывают сохранить самообладание и контролировать свои эмоции. По словам специалистов, справиться с волнением во время пандемии коронавируса поможет не только дисциплина, но и дыхательные практики. Также люди могут заняться составлением плана на день, играми с детьми и физическими упражнениями. Номер телефона доверия Республиканского психотерапевтического центра вы видите на своих экранах. 8 800 7183. Образная психотерапия. Условно говоря, представить, как выглядит ваша тревога. Это какой-то там воздушный шар, на котором написаны все наши страхи, или много шаров. И их отпустить, они улетают в небо, растворяются. Вот уж кого точно вряд ли спасет одна лишь психологическая помощь, так это аграрии, у которых сейчас начинается горячая страда. Итак, 9,5 миллиардов рублей субсидий направят в сельское хозяйство. На неделе эти цифры озвучили на брифинге по поддержке агропромышленного комплекса в сложившихся непростых экономических реалиях. В частности, сельхозпроизводителям возместят до 75% затрат на покупку минеральных удобрений. Ранее эта цифра была едва ли не вдвое меньше. К тому же помогут еще и при покупке европейской техники. Сейчас аграрии уже 14 районов вышли на поля. Итак, с последними новостями Руслан Батыргареев. Этот год в плане начала сезона, конечно, не рекордный, но все же на поля буздякские аграрии вышли на 2 недели раньше обычного. Снег спал, почва уже готова к обработке. Снега нету, а что, земля сушится, пока не поздно сеять надо, рано. Опоздал уже, все, зерно не будет. Главное сейчас сохранить влагу, поэтому первым делом буздякские аграрии брануют почву. Хотя на этих полях с недостатком воды для роста растений в дальнейшем проблем возникнуть не должно. Это орошаемые территории. В хозяйстве 900 гектаров поливные земли. Мы, значит, в 2018 году ввели 300 гектаров, в прошлом году еще 600 гектаров. Исходя от урожайности прошлого года, мы на орошаемых землях получили урожай сахарной свеклы более 800 гектара. Приступили к весенне-полевым работам и кушнаренковские аграрии. Там хозяйство практически завершает работы по подкормке озимых культур. Они перезимовали хорошо и особых потерь нет, говорят земледельцы. По информации регионального Минсельхоза, техника вышла на поля уже в 14 районах республики. В этом году культуры будут посеяны на площади более 2 миллионов гектаров. В районах Южной и Придуральской лесостепи начаты работы по подкормке многолетних трав, по подкормке озимых культур, а также ведется закрытие влаги. На сегодняшний день также аграрии республики ведут протравливание семян. Тех, кто уже вышел на поля и кто только собирается это сделать, в начале недели ожидала хорошая новость. На онлайн-брифинге министр сельского хозяйства республики сообщил, что вместо привычных 45% размер субсидий за покупку минеральных удобрений теперь составит до 75%. Дополнительный миллиард рублей выделяет и на приобретение сельскохозяйственной техники. У нас есть несколько видов субсидий. Первый – это поддерживающие. Второй – это экономически выгодно стимулирующие действующих аграриев, и есть те, которые для начинающих. Не забыли о поддержке животноводов. Объем субсидий на покупку племенного скота увеличили в 2 раза, до 500 миллиарда рублей. На такие меры пришлось пойти в связи с увеличением цены на зарубежных буренок. Теперь за одну голову рогатой можно будет получить 60 тысяч рублей возмещения от государства.
Подняли на брифинге и вопрос структуры посевных территорий. В связи с увеличением спроса на гречневую крупу в Башкортостане на 100 тысяч гектаров увеличивают площади этой культуры. Кстати, буздякские аграрии уже готовят почву под гречиху. И здесь к посеву готовы приступить через неделю. Все будет зависеть от погодных условий. Прежде всего, насколько быстро прогреется почва. Руслан Батыргареев, Азамат Мухамедшин и Виктор Демидов. Итоги недели. 34 дня до Великой Победы. Сегодня речь пойдет о генерале Шеймуратове. 30 марта отныне можно смело отмечать красным кружочком в календаре, ведь именно в этот день состоялось восстановление исторической справедливости. А именно 77 лет спустя после гибели легендарного комдива ему все-таки присвоили звание Героя России. Указ подписал президент страны Владимир Путин. Событие действительно беспрецедентное, ведь письма с просьбой о присвоении ему звезды Героя шли много лет, но они оставались безответные. Только сейчас награждение посмертно состоялось в порядке исключения. Массовые мероприятия по случаю награждения, конечно, из-за пандемии отменены, но вспомнить прославленный путь генерала из 112-й Башкав-дивизии поможет наш корреспондент Артур Шамсудинов, который просмотрел кадры кинохроники и прослушал комментарии очевидцев, тех, кто помнит, тех, кто знал его лично. Преобразованная в 16-ю гвардейскую, она удостоилась орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова, Кутузова и завершила боевой путь западнее Берлина. Но вот главной награды тому, кто провел дивизию практически через все судьбоносные сражения, до сегодняшних дней не вручали. Звание героя было закреплено за генералом Шеймуратовым в народе. Формальную запись о присвоении неоднократно отклоняли. В 1963 году, вернувшись с сталинской ссылки, бывший командир корпуса генерал Борисов, он написал письмо-рапорт о присвоении звания Героя Советского Союза генералу Шеймуратову. Все эти годы рапорты заглатывала бюрократическая машина. Отчасти потому, что некоторое время генерал числился пропавшим без вести. Точные обстоятельства его гибели были неизвестны. В плен взяли его, наши коллаборационисты, не фашисты его убили, не немцы, вернее. Убили, коллаборационисты из числа донских казаков. В общем, много было очень неудобных таких, причин. Его биография как готовый киносценарий. После смерти родителей 16-летний Минигали Шеймуратов ушел работать матросом. В годы гражданской войны проявил себя как хороший командир. Затем получил военное образование. В академии освоил немецкий, китайский, казахский и уйгурский. При этом понимал английский и французский языки. Эти способности сыграли большую роль в становлении его как разведчика. Он был долгие годы в военной разведке. Вначале он был военным атташе в Турции 1 год, и затем несколько лет был в Китае. Там он под видом для конспирации бывшего белогвардейского офицера помогал китайской армии воевать с японцами, маскируя то, что он из Красной армии. То есть он разрабатывал стратегические операции. То есть это говорит о его таланте уже полководческом, военачальника. Этот талант впоследствии помог в формировании 112-й Башкав-дивизии. За 3 месяца Шеймуратов смог превратить вчерашних колхозников в полноценных кавалеристов. Он зимой в 40-градусном морозе нас гонял 1,5 месяца. Мы действительно стали кавалеристами. Казалось бы, в войне машин скакать против танков на лошадях все равно, что идти на верную смерть. Тем не менее, дивизия Шеймуратова смогла стать абсолютным рекордсменом сухопутных войск Красной армии по количеству героев Советского Союза. Их 78. Конная дивизия, она, в принципе, исполняла роль мотострелковой дивизии. То есть на конях в атаку так не ходили, а просто передвигались, а в дальнейшем дрались уже как пехота, спешившись. То есть коней уводили. Дивизия формировалась для того, чтобы совершать рейды большие. Она себя этим показала, зарекомендовала. То есть эти крупные рейды по тылам противника, когда режут коммуникации. То есть это разведдиверсионный такой отряд, спецназ по-современному. Во время одного из таких рейдов, выходя из тыла противника, генерал Шеймуратов погиб. Это было 22 февраля 1943 года. Шеймуратов вызвал меня к себе и сказал: «Лейтенант Валиев, приказываю вынести знамя из окружения в целости и сохранности». Я вместе с 30 бойцами, не ввязываясь в бой, вышли из окружения.
Все эти годы за присвоение звания героя боролась общественность. Люди подписывали петиции, устраивали флешмобы и многочисленные вахты памяти. В сентябре прошлого года на встрече с Владимиром Путиным глава Башкортостана вновь поднял этот вопрос. Я когда рассказывал, я это хорошо помню, Владимиру Владимировичу, у него был такой в глазах неподдельный интерес к личности генерала Шеймуратова. И вот я тогда понял, что, наверное, мы все-таки этого добьемся. И Владимир Владимирович уже тогда поддержал это решение. Это одна из самых ярких и крупных фигур. И мы очень справедливы, что вот такую награду спустя многие-многие годы он получил. Историческую справедливость восстановили в период начала всеобщей самоизоляции. Родственники генерала делились радостной новостью по видеосвязи. Так скажем, последними событиями мы это сделали, так скажем, дистанционно, посредством телефонных переговоров. Но это было действительно очень такое важное и трогательное событие, на мой взгляд. А вот в интернете пользователи запустили очередной флешмоб. Люди выкладывают фотографии с подписью «Потомки Салавата отступать не умеют». Фраза, из которой генерал Шеймуратов поднимал в атаку своих бойцов. По словам Радия Хабирова, символично, что присвоение звания произошло в годы новых испытаний для всего мира. И мы тоже никогда не сдадимся. Ни перед коварным врагом, ни перед эпидемиями 21 века. Артур Шамсудинов, Артур Ханов и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Ну а сейчас хотелось бы сказать пару слов о тех, кто в эти дни думает не только о себе. Ведь сегодняшняя обстановка, она по сути и показывает, кто и что из себя представляет. Одни просто пройдут мимо, другие готовы протянуть руку помощи. И вот вторые как раз-таки и достойны внимания и уважения. И неважно, кто это, ваши знакомые, соседи, волонтеры, предприниматели. Сейчас такое время, когда чуточку добрее и внимательнее к окружающим нужно быть каждому из нас. Лилия Петровна, мы продукты вам принесли, откройте, пожалуйста. Дверь открывают сразу. Соседи как-никак. С недавних пор для пожилых людей они стали верными помощниками. Пенсионерам теперь нужно соблюдать режим карантина, а активисты сходят в магазин и купят все необходимое. Пакет с покупками передают, не контактируя. Очень хорошо, даже прекрасно для пожилых людей. В такой ситуации жизненной, когда страшно выходить из дома, и такой вот этот вирус ужасный ходит, и очень, очень хороший. Тем более соседи, они вот так вот все делают, все, что надо, пожалуйста, принесут, помогут. Идея создать соседскую группу помощи пришла Диане Тимирбаевой после обращения президента страны Владимира Путина. Она написала об этом в общедомовой чат. В итоге откликнулись более 10 активистов из каждого подъезда. В их число вошли и жильцы соседнего дома. В подъезде повесили объявление с предложениями о помощи. Чтобы у нас наши бабушки и дедушки из нашего дома не выходили на улицу, сидели дома, не ходили по магазинам, по аптекам, мы же это можем сами сделать. То есть включить свою осознанность, доброту. Идя в магазин, мы можем купить им, что нужно. Пережить карантин уфимцам помогают и волонтеры. Сложнее всего сейчас пенсионерам, которые находятся в группе риска. Выход из квартиры для них может обернуться самыми печальными последствиями. К нам обращаются эти пожилые люди, мы привозим им продукты, бесплатная доставка, они оплачивают только конкретно по чеку. Либо, если есть ситуация, например, по доставке почтовых корреспонденций, посылок, писем. Фронт работы у волонтеров большой, с каждым днем только увеличивается. Люди старше 65 лет и маломобильные категории граждан заказывают доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Огромную поддержку сейчас оказывают и фермеры на селе. Некоторые безвозмездно предоставляют продукты питания нуждающимся. В Уфе на данный момент активно работают несколько штабов, где необходима помощь. Но больше всего нуждаются в волонтерах отдаленные районы Башкортостана. Чтобы решить эту проблему, Духовное управление республики привлекает своих добровольцев. Сегодня у нас созданы в Духовном управлении чаты, группы, волонтеры ДумРБ. Их по истечению суток уже набралось более 150 человек. Связаться с волонтерами можно по телефону, который вы видите на своих экранах. Колл-центр по приему заявок работает в круглосуточном режиме. Доставка, конечно же, бесплатная, но это не значит, что от оплаты продуктов пенсионеры также освобождаются. Помощники возьмут ровно столько, сколько указано в товарном чеке. В Баймаке же местные предприниматели скупили маски и раздали сельчанам. Всего около 1500 средств индивидуальной защиты. А туймазинский бизнесмен передал муниципалитету 1600 масок для волонтеров и представителей правопорядка. Просим оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.
А вот в Уфе благотворительную помощь предприниматели оказали дронами. Чем ближе он подлетает, тем быстрее расходятся местные жители. Патрулируют улицы города теперь не только дружинники и полиция. Оповещает и наблюдает за ситуацией сверху и специальный летающий аппарат. Сейчас, как сознательные граждане, мы помогаем городу в плане того, чтобы мониторить ситуацию, передавать эту информацию службам. Это касается не только коронавируса, но и мониторинг, допустим, противопаводковой, противопожарной ситуации. Здравствуйте, можно? Мы бы хотели от всей души поблагодарить наших врачей, нашей поликлиники. Вместо медицинской карты в руках цветы. Диана Галеева решила отблагодарить врачей своей поликлиники. Флористка вручила медперсоналу букеты, чтобы хоть на чуть-чуть они почувствовали весну. Вы остались дома ради нас, мы остались на работе ради вас. Анастасия Ильчебаева, Эмиль Басареев, Айгуль Хатыпова, Айгуль Резяпова. Итоги недели. Ну и вот прямо сейчас читаю на новостных лентах о том, что Макдональдс начал бесплатно кормить медиков скорой помощи в Уфе. Для того, чтобы получить обед автомобилю неотложки, просто нужно подъехать к МакАвто, и их обязательно угостят. Вот видите, таких вот добрых, отзывчивых, социально ответственных предпринимателей становится все больше. Такой выдалась уходящая неделя. Спасибо, что остаетесь дома с телеканалом БСТ. Ну и напомню, что уже начиная с понедельника на нашем телеканале стартуют открытые уроки для первоклассников. И они начнутся словно по звонку в 10 часов утра. И ежедневно в 14:00 телеканал БСТ транслирует брифинги Минздрава по недопущению распространения коронавируса. Подключайтесь. Наши корреспонденты следят за развитием событий в республике. Будьте дома, будьте с нами. Не болейте. До встречи в эфире.